Давайте 2 часа. Моя задача сегодня представить нашу новую разработку, сайт, который специально сделан для коллег, наших библиотекарей по разным направлениям и по разным, так сказать, мы его расширили, наши возможности. Значит, весной Национальная библиотека запустила новый сайт, вы его уже все видели и уже все им пользовались. Наша ссылочка коллегам находится внизу на основном сайте. Да? Вот она. Вот я буду мышкой, потому что это удобнее. И ранее она уходила на старый сайт, вы его все знаете, все ее расположение, все помните. Теперь вот наши разработчики и коллектив постарался специалистов и сделал вот сайт общедоступной библиотеки Республики Коми, сайт профессионального информирования. То есть профессиональное информирование уже само за себя говорит, что здесь будет выкладываться новая, актуальная информация, которая будет способствовать распространению опыта работы библиотек Республики, да, новые какие-то изменения в законодательстве, только Рудольфовна сейчас очень много привезла, и на этой неделе мы постараемся все это туда заполнить и кинуть, чтобы у вас не уходило много времени на поиски этой информации, то есть чтобы вы могли. Ну вот давайте по нему пройдемся. Мы постарались на этом сайте собрать все необходимое профессионалам. Итак, начнем с самого верхнего поля. На нем располагается заказ МБА и ДТ. Я думаю, что у вас это актуально. То есть вы вышли сюда, здесь его оформили. Там окошечко представляете, оно пока все в том же режиме работает. Виртуальная справочка. Можете задавать вопросы, их распределяет специалист конкретно по направлениям. Если это будет библиографическая тематика, библиографом, то есть не как вот работали в этом, так и продолжаем. Далее у нас вынесены в верхушку 2 группы ВКонтакте, которые ведет библиотека. Это виртуальный методический кабинет, который ведет методический кабинет, научно-аналитический отдел Национальной библиотеки. Мы стараемся собрать туда всю актуальную информацию, которую невозможно привязать к нашему сайту. И она, собственно говоря, не наша, а опыт российский. И есть ссылочка на корпорацию библиотек ЧУКа. То есть вы теперь уже понимаете, что даже вот прослушав предыдущие выступления по нацпроекту «Культура», что некоммерческие организации, да, они сейчас будут очень востребованы, и участие в конкурсах через них будет очень удобно. Вот у нас чуть позже вам расскажут использование вот этого возможности участия некоммерческой организации. Но, по крайней мере, вот информация о библиотеках, которые являются участниками, вы практически все ведете СКБР, да, краеведческие. И еще вы все являетесь, ну не все, многие из вас являются партнерами в наших масштабных проектах, которые вынесены тоже на этот сайт. Это и культурная карта, это и библиотека памяти, да, то есть там к этим проектам притянуто очень много районов, литературные прогулки и так дальше. Ну и сейчас вот новый проект, который формируется. Здесь мы вам для работы тоже оставили левое меню с этими проектами и отдельными сайтиками Национальной библиотеки в плане чего? Чтобы вы могли своим коллегам дальше транслировать и говорить, что для работы вы вполне можете вот использовать вот отсюда ссылочки, чтобы не надо ничего искать. Здесь рабочие ссылочки всех новых проектов и святые новомученики, и мифологической карты, и культурной карты в целом. И я так думаю, что сейчас прошли презентации вот этих проектов, и вы все увидели их актуальность и возможность использования в работе. Так, это левое меню. Теперь мы откроем вот эти закладочки. Значит, естественно, мы постарались выложить информацию о наших библиотеках. Такая контактная информация у нас была всегда. Я ее обновляю раз в год, когда получаю ваши отчеты и стараюсь исправить все ваши наименования, если у кого-то менялось что-то, да, и так далее, телефоны, адреса и так дальше. Информация по модельным библиотекам. Здесь вы всегда можете отследить, какие модельные библиотеки, в каком количестве у нас присутствуют, по каким районам. Мы сделали разбивочку по ЦБС. Подумали, что так будет удобнее, чтобы видеть, например, сколько у Воркуты, у Карткироса, у Ухтыла таких библиотек. У каждой библиотечки внутри написано, когда она приобрела статус модельной. Да, вот, допустим, видите, Воркута первая, они везде попадают первая. И если еще библиотека является, кроме того, что она модельная, именной или павленковской, мы сделали отсылочки на эти странички. И столкнулись вот с такой, как бы,
небольшой неловкостью. У нас получается одна и та же информация, да, вот вы про модельную нам прислали, то же самое прислали про именную. Ну, хотелось бы, чтобы информация немножко различалась. Я так думаю, что вот в своей группе «Виртуальный методический кабинет» я сейчас буду очень активно, этот сайт у нас новый, его позиционировать. В нашей группе, если кто пользуется, вы все видели, у нас очень много регионов там. Там и Белгород, там и Воронеж, там и Тольятти, там и Псков, ну там кого только нет. И хотелось бы, чтобы коллеги, причем они отсматривают, они пишут, они задают вопросы. То есть очень хотелось бы, чтобы они видели интересную информацию. Мне было бы еще приятно, если бы вы сами посмотрели свои странички и посмотрели, те ли фотографии прислали ваши сотрудники, чтобы вы прям вот оценили, что мы выглядим хорошо или не очень и так дальше. Значит, вот я поделилась этой строкой. Модельные, именные библиотеки и павленковские мы вынесли отдельно, потому что у нас это набирает обороты движения, да, и как-то вот начинают участвовать очень сильно наши районы в этом движении. Следующая закладочка сделана «Непрерывное образование». В нее мы разместили все тематики лекций, выступлений наших специалистов, общий план обучающих мероприятий по республике, республиканский, и сводный план сделали ссылочку на РБА. Конечно, они его подают поздно, где-то прям конец декабря, но как только он появляется, я ссылочку меняю. И традиционно я делала на прошлом сайте, вот теперь это находится в этом разделе. То есть у кого будут какие-то вопросы в этом направлении, обращайтесь сюда. Так, обучающие мероприятия и профессиональные события. Эту закладочку, она у нас, конечно, вот традиционно работает, как и в прошлые годы. Мы выкладываем дату, события и немножечко событий с прикрепленной программой, чтобы вы накануне могли посмотреть то, что будет заявлено на этом обучении, на курсах, на семинарах, на совещаниях. И еще у нас есть такое на титульной странице, очень удобное, вот я считаю, нам сделали, это прям буквально подарок, мы сейчас его освоим и будем обязательно использовать. Это календарь. В этот календарь мы будем вносить наши мероприятия профессионального обучения. Вот все, которые у нас будут проходить, и касаемо всех направлений, каталогизаторов и библиографов, абсолютно все. Вот, то есть в этом календарике, то есть на титульной странице вы можете, не заходя в тот раздел, найти те события, которые будут происходить. Да, вот отжали, тут видны даты. Вот, допустим, вот на 22 уже 2 события будут происходить, тут еще будут книжные сокровища, вспомните. То есть вот непрерывное образование, они вот так пересекаются. Дальше дистанционное обучение. В эту закладочку мы со специалистами положили все видеоуроки сотрудников Национальной библиотеки. Эти видеоуроки, они доступны на нашем YouTube-канале. Но чтобы не все время не искать там же оно по датам формируется, да, или по плейлистам, не всегда бывает удобно. И мы разделили вот эти видеоуроки, кому бы они были полезны, да. Инструкции для ЦОДов, для каталогизаторов, цифровая грамотность, поиск в каталоге. То есть даже где-то эти уроки вы можете использовать в работе по просвещению информационной грамотности старшеклассников. То есть оно очень доступно, информация дана. Дальше, что у нас есть полезно для профессионалов. Профессиональные новинки. Эту рубрику на себя взяли библиографы, плюсы ее. Здесь заложены все новинки, которые мы сейчас это начали, эту работу, они будут закладывать. Большой плюс, вот видите сами, как они будут, эти представлены новинки. Значит, издание, в нем будет описание аналитическое, и в нем будут даны инвентарные номера. Вам это дает большие плюсы, так же как и с основного сайта. Вы можете через МБА заказывать эти издания, то есть отслеживать. Не всегда есть возможность приобрести, потому что некоторые из них дороговатые. Прошу за слово смешное. Методические материалы. В методические материалы мы положили наши аналитические материалы, которые мы делаем раз в год по итогам работы в целом наших библиотек, да, и будем здесь их собирать, продолжать. Если кому-то, конечно, будет интересно посмотреть предыдущие аналитические обзоры, они у меня есть в группе ВКонтакте. Но если еще глубже 2014 года, то, конечно, можно попросить, если такие вдруг появятся желания. Здесь же сделана ссылочка на центры общественного доступа, на ЦОДы. Их страницу ведут на основном сайте, ведет РЦПБ.
Здесь есть вся информация, необходимая и для сотрудников СОДов. Ну, у нас есть предположение, что мы, наверное, все-таки эту информацию разделим и оставим то, что специалистам у себя, и то, что читателям важно, оставим там. Отдел обработки литературы ведет информационные такие вот две рубрики: систематизатором и каталогизатором. Здесь собрана вся необходимая информация. Она сейчас на данный момент обновлена, то есть мы вот только-только этим занимались, буквально вот вчера еще я сидела над страницами некоторыми вот этого сайта. И сделали отдельно библиографам, которые ведут работу по наполнению сводного электронного каталога. Светлана Ивановна Худяева отвечает. У них всегда много вопросов в этом направлении, они достаточно, да, те специалисты, вот, кто работают, они ваши знают, вы им скажите, вот, что отдельно для них специально выведена страница. Ну и корпорация Чукар на этом сайте выведена отдельно, потому что мы решили, что корпорация Чукар, она как-то расширилась в нашем понимании. Теперь это не только сводный каталог, это и совместная проектная деятельность. И мы хотели это показать, ну, не только для себя как-то, что вот так и так мы работаем, но и то, чтобы видели наши грантодатели, что эта корпорация не просто участие библиотек в какой-то библиотечной работе только лишь, то есть фонды и каталоги и так далее, а вот именно и в этом. И выделили отдельно проекты корпорации. Сейчас вот они выглядят в таком виде. Здесь будет добавлен, а вот уже Легион умников добавили. Вот. Каждый проект имеет, сводный каталог уже, небольшой, вот сводный каталог, видите, у них тоже отдельно, какие документы необходимы, чтобы стать участником сводного каталога, о самом этом проекте немножечко. Но я хотела показать вам любой другой, допустим, у нас вот проекты корпорации. Очень интересный проект, который реализуется сейчас, и мы его позиционируем как совместная большая книга в супермаркете, потому что к этому проекту привлекаются ЦБС уже, ну как бы не одна ЦБС, это была и Эжвинская, и Сыктывкарская, и Карткировская, и оно востребовано, это, как сказать, вот эта работа. Я хочу, чтобы вы знали, что мы об этом пишем, говорим и рассказываем. И ну вот теперь у нас появилась такая возможность еще делиться информацией, да, вот ВКонтакте вот в таком хорошем виде, не просто ссылочкой. И еще вот такая деталь. На центральной странице общедоступной библиотеки Республики Коми идет новостная информация. Я расскажу вам тайну сбора этой информации. Я просматриваю девизы ваши сайты и вижу, что на ваших сайтах немного устаревшая информация. Мне очень сложно ее взять. Но на ваших страницах ВКонтакте информация новая, и она и визуально оформлена, она интересная, а вы немножко как бы сайт у вас запаздывает. Мне кажется, что может стоит специалистов с учетом новых требований, да, посещений наших сайтов, как-то эту работу актуализировать и друг с дружкой, как сказать, перекидываться вот этими ссылками. Я ищу на ваших сайтах. Вот здесь вот вы видите, кого я последний вот проглядывала, что более-менее там поновее я уже брала. И информация, например, о том, что кто-то победил в конкурсах. Если вы вдруг вот такую информацию сами уже, вы же участвуете, вы же отслеживаете, да, там я в этой инициативе, я там в Добром городе, я в Лукойле, вы нам кидайте, пожалуйста, а мы уже дальше найдем и накопаем, что вот мы там-то, там-то победили. И вот если бы не заинтересованность вот в этом конкурсе, в Лукойловском, да, мы бы, например, не знали, что у нас есть коллеги, которые взяли гранты в этом конкурсе. И мне бы очень хотелось, чтобы наша актуальная вот эта информация была интересна. Почему я это говорю? Вот именно эту информацию я выкладываю в группе ВКонтакте. То есть я делаю перекрестные ссылочки. И эту информацию, вот эти новости наших библиотек, новости библиотек Республики Коми видят наши коллеги, которые, ну, как, собственно говоря, являются участниками вот этой группы. Ну, это вот так вот вкратце о нашем новом сайте. Я буду рада, если вы присоединитесь к этой работе, ваших коллег натолкнете на умные мысли в этом плане, что актуализировать информацию. Я всегда открыта, доступна, у меня все ящики почтовые и ВКонтакте я всегда круглосуточно открыта для коллег. Этим очень пользуется Устинск. Они прям пишут в частном порядке, что разместите, но они уже чересчур этим пользуются, просто невозможно все время размещать одну и ту же ЦБС, когда нас так много и мы так много работаем. Поэтому мне бы хотелось от вас, от всех, вот такую обратную связь.
Вот вкратце о нашем новом сайте для коллег. Сайт для информирования, то есть если вы... Да, уловили. Вот, большое спасибо. Не закрывайте. Не закрываем. Здравствуйте. Мы поменялись местами с Любовью Александровной, потому что я потом ухожу на круглый стол, другое мероприятие. Это я пущу по рядам, чтобы вы посмотрели. Подошова Галина Леонидовна меня зовут. Я расскажу о нашем проекте, который мы на первом опыте. На сайте скажу. В общем, в этом году, вернее, уже в прошлом году мы в первый раз поучаствовали в конкурсе грантов «Православная инициатива». И успешно мы выиграли грант в размере 243 с копейками тысяч рублей. Проект у нас называется «Интерактивная передвижная выставка размышления «Святые новомученики земли Коми». А вот я пустила по рядам путеводитель по этой выставке. Мы сделали серию плакатов, напечатали их на роллапах, то есть выставка будет передвижная, мы можем приехать, сразу анонсирую, в любую библиотеку республики с этими плакатами. Также мы разместили информацию на сайте. Вот на нашей культурной карте с главного сайта можно выйти, есть значочек. И на культурной карте, вот тут вот видите, вот эта часовенка и есть. Да? 17 новомучеников в нашей республике на сегодняшний день канонизированы. Мы собрали информацию об этих новомучениках, но поскольку проект у нас рассчитан на молодежь, мы сделали вот его именно в интерактивном формате. Мы разработали мероприятие по этим плакатам, мы сделали методичку. Вот в конце вот этого вот каталога нашего выставки есть задание, которое мы даем молодежи. Да? Еще, тут не будет видно, опять же в путеводителе видно, что на каждый плакат у нас оснащен QR-кодом, который отсылает на страничку нашего сайта. Мы при этом решаем свои проблемы, заход на сайт в том числе, да, посещение сайта. На сайте информация более подробная и есть библиографический список литературы. Сразу могу сказать, что литературы на самом деле в открытом доступе очень мало. Ну, вот, в принципе, про Германа Ряшенцева еще ничего. И какие-то этапы их жизни вообще выпадают полностью. Может быть, в архивах можно это найти, но, во-первых, мы работали всего с марта по сентябрь. В конце сентября у нас уже должны были выйти плакаты, и мы их выпустили чуть позже, да, потому что мы с макетированием еще долго работали. Мы его проиллюстрировали, как видите, очень постарались найти. Проект партнерский, и нам помогали очень многие, и епархия рецензировала все работы, то есть корректировала, вносила все свои изменения. Так, что я еще забыла сказать? Про само мероприятие теперь. Да? Ну, цель понятна, возрождение памяти, да, прославление подвига этих новомучеников, но это не только православная тема. Это сделано на краеведческом материале. То есть вот эти люди, это люди, которые жили среди нас, ну, не среди нас, может быть, но здесь, вот прямо в нашем городе, в других селах республики. Живы их предки, и они оставляют... Потомки. Ой, простите, потомки, да. Мы собрали какие-то интересные, ставшие их жизненные истории, ставшие уже их легендами, да. То есть это исторический материал, это краеведческий материал. Вот сейчас покажу, например, как мы... Ну, например, мирянин, да, среди 17 новомучеников у нас есть 3 мирянина. Один псаломщик, так, вот здесь, Ефим Кочев. Да? То есть, вот, например, как выяснилось, родной внук Ефима Кочева – это всем известный наш Николай Плеснин. Да? И на занятиях мы обращаем внимание детей, что есть улица в его честь, а многие даже не знают, не задумываются о том, что эта улица названа в честь героя Советского Союза, одного из самых знаменитых наших героев Советского Союза. Если вы посмотрели путеводители, да, мы
Сейчас вы знаете, да, что современные государственные образовательные стандарты рассчитаны на развитие компетенций. Да? И вот наше занятие, оно подходит под ВГОС по развитию информационной компетенции учащихся. То есть мы не читаем лекцию, мы сами практически ничего не рассказываем. Мы даем задания детям, дети выполняют задания по выставке, потом мы собираемся и все это уже обсуждаем, погружаемся гораздо глубже. QR-коды – это опять же расчет на молодежь, потому что они подходят со своими смартфонами, считывают этот QR-код, тут же укладываются в кресло, даже не подходят к самой выставке, и на сайте читают, находят ответы на наши задания. Что еще? В заданиях мы сделали так, чтобы они не просто искали ответы в тексте, там надо будет обратиться и к сайту, и к книге, и к карте, к атласу Республики Коми, да, если вы уже посмотрели. И в том числе есть такие вопросы, на которые нельзя просто так найти ответ, надо поразмышлять. Мы размышляем вместе с ними, мы уже провели, штук 15 групп у нас уже прошло, вот, какие-то выводы мы сделали, отзывы в принципе тоже хорошие, потому что преподаватели, которые приводят детей, записываются со следующей группы еще раз. Самый классный отзыв, который мне больше всех понравился, это девочка с фамилией Ярогодская из педколледжа, которая написала: а ведь мне бабушка говорила что-то, что у нас был родственник, священник. Пожалуй, я сегодня приду домой, и мы с бабушкой еще раз вспомним эту историю. То есть вот это, в принципе, я как невоцерковленный человек, я больше обращала внимание именно на исторические аспекты. Когда приходит отец Максим проводить занятия, он немножко с другой точки зрения это все подает. Но я, например, на себя такое право не могу взять. Да? Вот. Поскольку выставка передвижная, мы в понедельник уже уезжаем с этой выставкой в Усть-Кулом, оставляем ее там. В декабре мы договорились с Выльгартом, а в январе Каркирос выезжаем. Вот потом можете нас приглашать. Мы, может быть, даже если не приедем сами, эти 18 роллапов мы отправляем, методичку мы выложим на сайте, а сами задания у нас напечатаны, мы тоже высылаем вместе с... И вот эти путеводители по одному экземпляру мы уже в обмен на резервный фонд передали, то есть, может быть, вы уже их получите. Не знаю, может быть, Галина Игоревна раньше уже передаст, потому что мы ей отдали. Вот, в принципе, все, что я хотела сказать, наверное, по этой выставке. Если есть какие-то вопросы, задавайте. А книжки такие будут по библиотекам? Нет? По одной штучке. Будут, да? По одной штучке в район, в ЦБС. Молодцы. Итак, Галина Леонидовна резюмирует. Первое, она призывает вас воспользоваться для того, чтобы разнообразить вашу деятельность. Второе, воспользоваться методическим материалом. Практически готовить ничего не надо, просто погрузиться в тему надо. В-третьих, обращает внимание, что она исключительно востребована в школьном образовании, потому что соответствует ФГОСам, мы специально делали под ФГОСы. Значит, учителя у вас сразу в очередь выстроятся, это точно, и вы будете сразу группами щелкать посещение. Все понятно, как это сделать, да? А к директорам нужно это почему слышать, потому что вы должны поставить такую задачу перед своими специалистами, которые должны это делать правильно. Я думаю, что формат перспективный. Именно в том, что он соответствует, во-первых, ГОСам, и образование действительно есть на это спрос, а во-вторых, детям реально это интересно. Нравится. Я наблюдала, мы все наблюдали. На будущий год чего не написали проект? В этом году нет, мы думаем. Там же 2 раза в год. Простите, пожалуйста, у вас там есть библиографическое описание. Почему оно немножко не по ГОСТу? Или насчет как оно сделано? Я вот просто как... Вот, честно говоря, много очень так относится к этому. вот вы знаете, у нас его проверяли все наши специалисты в библиотеке, библиографы. Я даже боялась прикоснуться, потому что я не библиограф. Вот. Что в итоге получилось, вот это после долгих споров, вот такое получилось. То есть у нас и краеведческий отдел проверил, и библиографический отдел. Есть... Я не знаю, почему так получилось, честно. Да, то есть я... Сравнивайте там, нет, почему? Это интересно. Нет, мне тоже Напишите в виртуальной справке, не напишите, очень почему оно так нравится. сделали. Да, но я уже спорить не стала, честно говоря, очень мало было времени, но в принципе мы готовы рассмотреть ваши претензии. Потому что у Ольги Валерьевны тоже есть претензии. Нет промежутка, нет этой точки, нет другой.
Мне, честно говоря, хочется сделать его вообще простым, потому что это для детей сделано. В первую очередь на молодежь. И даже преподаватели высказывают свои претензии, что не надо нам так подробно это делать. Вот не надо. Это фарисейство наше профессиональное. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня зовут меня Пусакова Любовь Александровна. Я являюсь заведующей отдела патентно-технической и экономической литературы Национальной библиотеки Республики Коми. И сегодня я вам расскажу о проекте, на который вы, наверное, наслышаны. Мы вам всем отправляли письма, с большинством из вас мы созванивались. Этот проект создания, получается, сети информационных центров поддержки интеллектуального творчества молодежи. И называется он очень громко «Легион умников». Наверное, присяду. Я сейчас расскажу вам примерную программу действий, как мы планируем работать по этому проекту. Если будут возникать вопросы, вы можете в ходе нашей беседы задавать их. Ну все, вначале скажите, кто туда вошел? Партнеры. Вот указано партнеры проекта из числа членов КБК «Чугар». К сожалению, на грант президента он предусматривает очень много формальных признаков, по которых мы просто не могли принять всех участников проекта. То есть с кем у нас были договорные отношения, вот, то есть те и вошли у нас в этот проект. Но я хочу сказать, что проект долгосрочный, и мы в принципе рассчитываем на вас и рассчитываем в дальнейшем получать поддержку. То есть это долгосрочный проект, и мы не собираемся останавливать вот на каких-то вот первичных результатах, так скажем. Ну давайте по порядку начну. Некоммерческое партнерство заявилось об этом проекте на конкурсной основе, на грант президента Российской Федерации. В партнерах непосредственных у нас выступила Минпром, Минобраз, все нас поддержали, также члены корпорации «Чукар» и бизнес-инкубатор. Команда проекта сформирована из членов корпорации «Чукар», которые я уже вам ниже показала. Да? И вообще этот проект предусматривает комплекс мероприятий. То есть это будет комплексное мероприятие. Во-первых, нам необходимо будет создать открытое виртуальное пространство, чтобы молодежь, будет оно называться «Легион умников». У «Легиона» будет свой логотип. То есть мы закрепим визуально имиджевую характеристику, создадим этому проекту. Вот. И это все будет в сети, в социальной сети освещаться все. Молодежь будет там собираться и так дальше, ну, создавать какие-то свое, так скажем, общество, да, отвечать на какие-то интересующие их вопросы. Мы тут как специалисты будем включаться в этот процесс. Вот. Дальше нам необходимо будет создать сеть коворкинг-центров. Что это такое? Это площадки на каждой библиотеке участники проекта. Это площадки, которые будут оснащены техникой для молодежи, которые позволят работать с молодежью на их уровне, да, которые позволят научить молодежь искать ту или иную информацию через сеть и так дальше. Дальше мы говорим о том, что будем проводить тематические мероприятия с молодежью. У нас планируется, ну потом дальше еще расскажу, ряд тематических мероприятий для молодежи по направлениям предпринимательства, развития интеллектуальных способностей и так дальше. Ну и, конечно же, информационному поиску будем обучать ребят. Вот. Ну и в основу проекта лежат два конкурса. Конкурс региональный этап международного детского конкурса «Школьный потец. Шаг будущего». Наверняка многие слышали, потому что многие районы и города нашей республики уже участники вот, этого проекта. Второй конкурс – это конкурс предпринимательства без границ. Он как раз непосредственно с Центром предпринимательства ШОНДы, то бишь бизнес-инкубатор, да, мы вместе организуем. И это впервые у нас будет, но в принципе это долгосрочный опять же проект, который мы планируем выводить этот конкурс уже тоже на должный уровень, также с Министерством образования. То есть это будет ежегодный конкурс, итоги будут подводиться к Дню предпринимательства там, в мае месяце, как ежегодно. Ну и зачем это все нужно нам? Да? Для того, чтобы сформировать реестр талантливой молодежи, с которым мы будем отрабатывать уже адресно, уже точечно, для того, чтобы их проекты осуществлялись, воплощались в жизнь, коммерциализовывались. Вот, потому что на сегодняшний день существует много поддержки даже для школьников в коммерциализации. Вот эта информация нам известна, и когда мы будем уже собирать вот эту талантливую молодежь, а кто туда будет входить? Победители конкурсов вот этих двух. Вот. И дальше мы уже будем точечно отрабатывать с ними дальнейшее как бы, в жизни в проекте, да, развитие.
Ну и каким путем, да, все это планируется сделать? Во-первых, это нам необходимо обучить команду. То есть специалисты библиотек будут приезжать сюда, мы уже запланировали это мероприятие. Вот, оно будет, проезд оплачен, то есть Национальная библиотека берет эти расходы на себя. Вот, и здесь будет комплекс мероприятий. Вот сегодня мы с вами проводим организационно-установочное такое собрание, которое мы определим планы. Я скажу примерно, что от нас хотят по проекту, да, что мы заложили в проект. Вот. Дальше у нас будет 5 декабря планируется, чтобы специалисты библиотек к нам приехали. И мы для них провели мастер-классы, как у нас это происходит у нас в Национальной библиотеке. Расскажем, что это конкурса включает. Там, в принципе, сложностей вообще никаких. Мы всегда на связи, готовы проконсультировать, притом районы, они были участвовать. Вот у нас сейчас в Усть-Кулом уехала выставка по школьному патенту, вот, так что как бы проблем никаких нету, я думаю, она будет по районам ездить. Дальше тематические вебинары планируем, но это опять же по необходимости. Если вам необходимо получить какую-то консультацию у нас, поддержку, да, даже точечную, что вот, допустим, ребята заявляются с такой темой, мы не знаем, как оформить, помогите. То есть, в принципе, у нас все решается, и все мы всегда на связи. Вот. Ну и, соответственно, по результатам вы получите методические материалы, то есть все презентации, все, что вы сможете использовать у себя на местах на работе. Вот. Нам это важно. Зачем? Затем, чтобы сформировать компетентную команду проекта. Чтобы у нас, сами знаете, республика, она очень, как сказать, широко распространена. Ну, удаленность у нас разная у всех, да, мы хотим, чтобы об этом говорили не только у нас в республике, но и каждый, отвечающий за свой город, село, там, я не знаю, районный пункт, населенный пункт, он как бы проводил и там эту работу, и все больше молодежи подключалось к этому проекту. Притом это будет и удаленно возможно, поэтому мы видим только перспективу в этом всем. Дальше. Вот как я говорила, мы откроем виртуальное пространство «Легион умников». То есть будем туда сливать, как говорится, всю информацию, которая у вас. Допустим, открылся коворкинг-центр, там мы будем это все освещать, какие мероприятия проходят, какие гранты объявляются. То есть создавать так, чтобы ребята потом еще могли пересекаться между собой, общаться, участников подключать. Может быть, даже планируем на базе вот этой открытой площадки какой-то внутренний чат создать, для того, чтобы мы могли какие-то общие вопросы обсуждать. Ну вот 10 раз одно и то же как бы не задавать, получается, на, ну, вот такое профессиональное собрать сообщество. Ну, здесь я уже описала, что в рамках проекта будет. Дальше. Сеть коворкинг-центров. Ключевой партнер – это НБРК, партнеры проекта – члены корпорации «Чукар». В НБРК будет главный коворкинг-центр располагаться. Вот. В принципе, тут все видно, технически оснащенность, будет размещение информационных вывесок с символикой, мы тоже это вложили в проект. Потом будут у нас эмблемы, будут у нас наклейки на нетбуке, которые будут покупаться, ну то есть какую-то имиджевую характеристику. Еще планируется имиджевый ролик тоже создать, для того, чтобы мы у себя его размещали, вот, и как-то до детей доносили в более интересной форме. Так, дальше. Проведение тематических мероприятий. У нас вот тут уже пошли более-менее цифры, если вы можете обратить внимание. Так, примерно, получается, у нас запланировано порядка, сейчас скажу, 120, да, получается, 120 мероприятий и порядка 200-400 школьников подключить к проекту по итогу. Комплекс тематических мероприятий, он будет включать в себя мероприятия по праву интеллектуальной собственности, предпринимательству и информационным ресурсам. Возможно, эти мероприятия будут как-то проводиться в комплексе или по отдельности, ну как пожелаете, как вы там уже на местах определить, как вам удобно. Вот. И эти ребята, которым вы будете проводить эти тематические мероприятия, они будут потенциальные участники школьного патента и конкурса предпринимательства без границ. По предпринимательству без границ, ну, тут тоже есть у меня описание, вся эта информация дальше приведу. Так, тут я описала примерную программу мероприятий. Все это, наверное, уже лучше для специалистов доводить, это более точечное такое, что оно дает и так дальше. Сейчас по цифрам еще покажу. Тут описан также, как организуется школьный патент, какие сроки. Ну, то есть я думаю, что вам, наверное, тогда не надо углублять сейчас ваше внимание на это все.
значит, вот получается, что реестр талантливой молодежи ежегодно будет собирать, получается, 90 дипломантов. Потому что по школьному патенту у нас там очень много разных номинаций, начиная от рисунка, заканчивая изобретениями. Дети изобретают, хочу вам сказать, это однозначно. Очень много изобретений. У нас 6 заявок в этом году на патент оформлено, поэтому как бы результаты есть. Конкурс предпринимательства без границ. Мы планируем, что 9 дипломантов будут по 3 номинациям. Это товар, услуга и лучшая инновация. Ну вот так он будет сформирован. Ну и что касается оснащения с учетом финансирования проекта «Регион умников». Фонд президента Российской Федерации, проект запланирован с 1 ноября по 30 ноября 2019 года, то есть год с лишним получается. Сумма выделена 2 964. Вот. Эта сумма будет проходить к нам траншами, 3 траншами, неравномерными, вот, на НКО «Чукар». Вот. В период с 1 ноября по 28 получается, февраля будет выделена сумма в размере 1 140 000, на которую планируется обеспечить 7 библиотек республики 5 ноутбуками каждая и одно функциональное устройство. Плюс мы хотим организовать подписку на журналы «Юный техник», на регион, и плюс организовать имиджевую продукцию, наклейки, вывески. То есть необходимо будет на базе библиотек организовать вот это пространство, которое будет, ну, как-то, как сказать, выделяться вот именно благодаря имиджевых вот таких вот символиках. Вот. В период с 1 марта по 31 июля планируется следующая сумма в том же размере, и еще 7 библиотек будут подключены тоже им в том же, ну, то есть имиджевая, получается, продукция и подписка, она будет сразу на все библиотеки. Вот. Техникой будет оснащено в первом транше 7 библиотек. Вот. Во втором транше, получается, у нас 7 библиотек, и плюс мы начинаем формирование у нас штаба, получается, проекта. Здесь мы запланировали интерактивную панель и МФУ для национальной библиотеки, для штаба проекта. И вот третий период – это организация пространства уже в НБРК. То есть, по идее, вы получите свой результат уже до 31 июля 2019 года, то есть техническое оснащение, символика, подписка, ну и консультация, все, что от нас необходимо. Далее. Что касается тематических мероприятий. Понятно, что когда мы писали проект, нам необходимо было ссылаться на цифры, причем цифры, которые мы планируем, да, по результату выдать, потому что ни один проект не пишется без результата. Вот. Поэтому мы запланировали общее количество мероприятий. В принципе, все достижимо, потому что мы примерную оценку провели вообще по районам, кто сколько примерно нам высылал работ по школьному патенту. Да. В принципе, все это возможно, и вот такие цифры у нас получились. Мы, значит, организуем 36 мероприятий в течение учебного года, 720 слушателей. Библиотеки у себя на местах организуют 6 мероприятий. Но они могут быть, смотрите, 2 по предпринимательству, 2, допустим, по интеллектуальной собственности, 2 по поиску. Вот сейчас поехала в Усть-Кулом, получается, да, выставка. Там могут они проводить выставочные мероприятия, то есть рассказывать, опираясь на те результаты, которые у них в выставке участвуют. Вот, то есть все, что угодно. Их 6, не так много, я думаю, как бы вообще все реально. Вот. Участники в конкурсе, то есть вы провели вот эти вот все беседы, да, нам нужен результат. Вот. Что мы заявляем, что по 5 участников конкурса по школьному патенту это тоже реальные цифры, потому что там, говорю, номинаций много всяких разных. Можно ведь и, я не знаю, помощь маме, там, открытка, она тоже это объект интеллектуальной собственности, на самом деле, не там, допустим, 8 марта делают. Ну, то есть все, что угодно, нужно каждую деталь, все, что дети делают руками, ее рассматривать с точки зрения интеллектуальной собственности. Ну, вы научите, да, мы это научим, да. Вот, то есть я к чему это все говорю? Потому что вы не боялись этих цифр. Вот, все это реально, небесных каких-то таких супер цифр здесь вы не увидите, все как бы реально. Но я готова. Надо отрабатывать технику, которую мы получим. Естественно, это даже не много.
Нет, я просто вам пытаюсь сказать, что проект инновационный, он очень, как сказать, продвинутый. Это новый, как бы, такой, как я сегодня говорила на телевидении, это прям межведомственный такой проект, очень серьезный. Ну, в тренде сейчас Да, вообще, он да. в тренде. Притом мы уже видим, у нас сейчас еще параллельно вот Кроксио вместе с Министерством промышленности организует проект Кулибин Плюс, куда уже этих детей готовы взять после нас, ну, то есть, которые стали победителями, они готовы создать команды из взрослых и детей, чтобы те учились у взрослых, как вот это все можно... Ну, и скажите, продвинуть преференции, дальше. которые по школьному патенту очень По школьному востребованы. патенту преференции для 11-классников, во-первых, там плюс баллы к ЕГЭ, победителям регионального этапа. Там до 5 баллов можно получить каждому. Плюс главный организатор это ИТМО в Санкт-Петербурге, Институт техники, механики, оптики. Вот. Они тоже дают до 5 баллов. Вот. Плюс мы как эксперты консультируем те работы, которые реально изобретательские, так скажем, да, технический уровень высокий, мы им помогаем оформить заявку на патент. Это опять же идет преимущество в индивидуальное достижение учащихся. Это во многим гранты сейчас организуются, да, и есть прям отдельной строкой прописывается, защищена ли интеллектуальная собственность, какая интеллектуальная собственность. То есть это сейчас как бы очень в тему, очень в тренде, и я вам всем советую подключиться к нам. Мы готовы. А проект открыт еще или уже все? Смотрите, нет, по финансированию он уже все, что мы как бы вот на тот момент писали, вложили 14 библиотек, все. Но мы планируем продолжать на следующий год. Да. Мы рассматривали сразу его как первый этап. Как первый этап, да, на следующий год планируем в те же сроки, то есть получается вот до сентября, да. Вот скажите, сколько лет мы уговаривали библиотеки войти в проект? И кто у нас подключился? Вот сейчас что? Какие Вот преимущества у он них? было так расплывчато и непонятно вообще что. А вот кто вошел, вот они как-то сориентировали, какие у них преимущества сейчас вот есть? Ну, наверное, они в первую семерку попадут по техническому оснащению, потому что у них есть опыт работы и так дальше. Я вот при сомнении, может это ж детскую установить библиотеку? Нет, там уровень детский. Нет. Вы можете объединить усилия, в принципе. Нет, они расположить куда хотят, коворкинг-зону. Коворкинг-зону? Ну да, я так правильно поняла? Я просто не Нет, совсем он понимаю, должен как они работать там на находятся. взросление. Да, потому что те, ну, Сколько наши... сотрудников у вас работает по этому проекту? Ой, немного. Ну немного это сколько? Трое. Трое, да? Ну вот таких, которые непосредственно, трое, помимо основной деятельности, я хочу сказать. То есть в этот проект можно еще включиться? Можно включиться. До следующего Берем всех года. желающих, но техническое оснащение у нас, к сожалению, только Техническое для оснащение тех нас не столь волнует. библиотек. Нет, просто я обозначаю сейчас сразу, чтобы все друг друга поняли, что Нет, вы не сейчас было. просто заострите внимание, что это на самом деле будущее. Вот это, мы говорим цифровая экономика, да? Вот она, вот здесь. Понимаете, она вот здесь. Потому что все, и Минпром нас вот 5 лет поддерживает наш проект. И наконец-то мы им сказали, наконец-то мы разродились с этим проектом. Они говорят: господи, какое счастье! У нас появилась инфраструктура, которая работает на всю республику. И мы сейчас у них в тренде вообще, потому что Александр Ильич Прат уже говорит, мы еще на уровне региона должны пробивать какие-то субвенции для муниципальных библиотек. То есть они готовы с нами на уровне региона проект продолжать, потому что мы сейчас им доказали, проект наш они поддерживают, они увеличили финансирование, мы получили грант президента, да, и теперь у него есть все шансы как бы на уровне правительства отстаивать. Он уже 2 раза на правительство выходил, Да. нам отказывали. Чтобы Все-таки ежегодно, продвигать, постоянно чтобы на было постоянной финансирование. основе, как раньше в МЦП, чтобы мы встали на финансирование, понимаете? Вот мы что добиваемся. Ну, то есть этот грант, он нам вот послужил как раз вот для вот этих всех подтверждения, то есть Что на мы федеральном уровне, да, нам Признание. открыли, да, дорогу, зеленый свет, поэтому я думаю, что на региональном сейчас прислушаются. А почему 3 миллиона, тоже объясните. Мы бы с большим вышли Да, бюджетом, там но... очень сложные условия грантовые. Там, во-первых, очень четкие даны рекомендации для того, чтобы получить поддержку, да, такому региону, как республика, ну вообще другим регионам, нужно не выходить за пределы суммы 3 миллиона. Вот как хотите, так и власти. Поэтому
может быть, где-то что-то не учтено. Потом нельзя было покупать стационарный компьютер, потому что мы государственное учреждение, которое должно финансироваться государством, не имели права мы заклад. Мы заложили только то, что как бы уже более кошерно, так скажем. Вот. Ну что себе государство что может позволить? Только тут минимум, да, для чего обеспечить госзадание, там, и все, вот это. Поэтому мы тут на какие-то более такие вещи уже, да, мобильные, так скажем, претендовали, чтобы не было претензий со стороны вот экспертов, да, к тому, что мы заявляем то, что в принципе должны библиотеки для себя самостоятельно обеспечивать. И еще хочу сказать, что в этом проекте, вот как говорят вот всех этих президентских глав, мы волонтеры. То есть мы добровольческая организация, которая добровольно, да, ЧУКа, берет на себя эти задачи, ставит перед собой, выполняет, идет дальше. Как вы замаскировались? Мы замаскировались. Мы с вами, ручка. Ну, у меня все. Если есть еще вопросы. А вот 5 декабря это дата очень уже конкретная. 5 декабря, да, конкретно. Это вот уже надо посылать, да? Да, и кого-то нужно посылать. Мы уже, я думаю, до конца недели уже вышлем вам всем письма. Вот. И ваша явка, она на самом деле будет свидетельствовать тому, что готовы ли вы к проекту или не готовы. Потому что у нас серьезные обязательства перед нашим работодателем, вот, которые нам ставят тоже, в свою очередь, жесткие рамки, которые мы должны исполнять. Потому что транш будет идти специально за траншем. То есть, если мы по первому обязательству что-то не исполняем, он нам не даст второй, пока не... Да. То есть, поэтому вот как раз 5 декабря мы увидим от вас вообще ваше участие, да, и там уже будем думать, насколько вот 14 у нас библиотек сработали и готовы с нами идти вместе. Да, то есть нам работодатель позволяет поменять на ходу партнеров, да? Он позволяет. Мы тогда будем договоры, получается, с корпорацией. Если, допустим, кто-то у нас, получается, выпасть, да, из процесса, вот, то, получается, мы будем подключать другие. Можно я подправлю? Можно. Вот именно про этот вопрос. Смотрите, откуда появились эти библиотеки, которые попали в проект? Это те библиотеки, у которых были договоры с ЧУКРом. То есть, если у вас не было договора с ЧУКРом, но вы в принципе хотите присоединиться, то вы сейчас давайте подпишемся, чтобы потом была возможность подключиться, да? Нет, коллеги, вот у вас нет как раз. Мы вот застряли на этом. Нет, вот если вы нам покажете свой, у вас нет. Мы были вообще в учредителях, почему-то нас их выкинули оттуда, а потом были мы членами. Да, значит, если у вас есть договоры, если у вас есть подписанные договоры, то вы, пожалуйста, нам дайте, потому что у нас сейчас был точно такой же разговор еще с одной библиотекой, которая говорит, мы не можем не быть. Я говорю, предоставьте нам договор. И договора у нас в наличии не было. То есть мы подняли все те договоры, которые есть у нас. Поэтому, да, пожалуйста, тогда будем смотреть, какой. Я еще в свою очередь хочу добавить, что, вот, кстати, входя в корпорацию ЧУКР, да, у нас есть там учредители, понятно, но в принципе каждая библиотека, входящая в эту корпорацию, может совместно с учредителем, ну то есть разрешение учредителя подать свой грант. Да. Пожалуйста. Да, На счет открыть. Ну может же пользовались уже, проводить уже, да? Ну, конечно, можете. У нас счет открыт, он действует. Это тоже, а при том грантов на НКО с каждым годом все больше, правительство все больше внимания этому всему уделяет, потому что государство на них определенная задача, а НКО это... Да, только проконсультируюсь Любовь Александровна, потому что когда мы написали сами, а потом шли к консультанту, нам пришлось переделать все. Мы еще не умеем подавать от группы НКО, от группы заинтересованных лиц. Мы всегда фигурируем, библиотекой фигуряем. Надо научиться вот слова те говорить, которые надо. Мы партнеры сообщества, сообщество добровольное. Да, и мы там работаем, а мы все равно библиотека делает это, библиотека то. То есть нам пришлось перестроиться на ходу, и это очень важный, это самый существенный момент, между прочим. А почему ЧУКР без двух точек? А по документам так. Документ у нас так было ЧУКР. ЧУКР без точек. Нет, раньше было. Было с двумя точками. Без точек, мы все документы говорили, чтобы грамотно все было. ЧУКР такого слова нет такого места. А как правильно вообще? По документам, мы смотрели по документам. Это кто-то уже последующий. Нет, послушайте, там, если посмотреть историю ЧУКРа с 2003 года, там, знаете, сколько было людей, которые
которые работали с документами. На каком этапе пошла потеря, мы не знаем. Но просто я сама ходила к юристу, и самое интересное, что самые старинные документы прошли без точек. А мы должны действовать на основании документов, оригинала. И мы все изменили потом. И поэтому и на сайте без двух точек. Ну, здесь вы не найдете вот двумя точками. Здесь нет. Потому что требования есть требования. Потому что вот к этому всему и описанию, там проект состоял 100 с лишним листов, и документов там целая кипа, и нам нужно было не разниться. То есть как раз Все, спасибо за внимание. Всех призываем участвовать в нашем проекте. Я сегодня расскажу вам про культурную карту, что это такие вещи, которые вы, может быть, не знаете. Сначала небольшой экскурс в историю. В 2010 году мы с вами вместе совместно начали делать проект, который назывался «Культурная карта Республики Коми». На этом этапе, в начале создания проекта, все муниципальные библиотеки участвовали в его создании. То есть вы присылали нам материалы по своим районам, и был создан такой ресурс. Он в то время существовал как раздел на нашем сайте, на сайте нашей библиотеки. Вот так вот он выглядел. И, значит, он был наполнен материалами, большим количеством материалов самого разного содержания. Это была история районов, география, туристические маршруты, как добраться и так далее. То есть, несмотря на название «Культурная карта», информация была самого разного плана туда собрана. Далее, в 2014 году был создан отдельный сайт, уже «Культурная карта» была выведена с нашего портала, поскольку там было много нареканий по содержанию, точнее, не самому содержанию, а его представлению. Были тексты очень разные, поскольку тексты поступали из разных источников, были собраны из разных источников, из сайтов, из документов печатных, поэтому они были очень разноплановые, в разном стиле написаны. И сайт сам по себе как-то перерос уже тот формат раздела на большом сайте, и мы пришли к решению сделать отдельный ресурс. Он получил отдельный адрес и свой собственный дизайн. Вот так вот он тогда выглядел. Значит, была проделана большая работа, было переструктурировано содержание, были, значит, выведены в главное верхнее меню, были выведены позиции именно по культуре. И, значит, карта стала более культурной, но тем не менее... были также переработаны тексты, специальный редактор работал, все тексты были сведены к единому стилю, были написаны примерно в едином стиле. Значит, после этого сайт, можно сказать, впал в некую такую стагнацию на некоторое время. Мы, значит, находились в поиске, что с ним дальше делать и как его дальше развивать. Значит, самым главным недостатком на то время было то, что слово «карта» в названии присутствовало, а по факту карты как таковой там и не было. То есть на главной странице, вот я специально нашла старую картинку, да, скриншот с того сайта, как он тогда выглядел. То есть эта карта никакой информации в себе полезной не несла. До тех пор, пока, значит, 2 года назад случилось несколько интересных событий в нашей библиотечной жизни. Первым шагом к изменениям на этом сайте стало создание раздела «Республика Коми. Большое кино». Сейчас я переключусь. Вот так сейчас сайт выглядит. Поменьше. «Республика Коми. Большое кино». Этот раздел получился, так можно сказать, случайно, потому что был РНБ объявлен конкурс, посвященный к году кино Российской Федерации, да. И, значит, мы сделали вот этот вот раздел на конкурс, никаких денежных там преференций он нам не принес, просто получили большое спасибо от РНБ, и это было приятно. Но, тем не менее, это вот был первый такой шаг, который задал вектор развития. После того, как мы сделали это, мы стали рассматривать этот сайт как площадку для размещения локальных проектов тематических.
То есть, когда у нас рождается идея на определенную тему сделать интернет-ресурс, культурная карта оказалась очень удобным местом для размещения этих ресурсов, поскольку спектр вопросов, которые охватывает этот сайт, он очень широкий. То есть, по сути дела, это любая информация о нашей республике, которую мы бы хотели представить широкой публике в интернет, да, пользователям интернет. Второе событие, которое случилось в 2016 году, это наша встреча с нашими коллегами из РНБ, с которыми мы получили очень много консультаций, очень много совещаний. В основном обсуждали интернет, наши ресурсы. Это были обсуждения по большому нашему порталу и по культурной карте главным образом. Значит, воспользуясь случаем, я вам напомню, что эти люди приезжали к нам сюда на семинар. Значит, смотрите, у нас на сайте библиотеки есть ссылочка на YouTube, вот здесь вот вверху, красненькая такая кнопочка, да. По ней можно перейти на канал YouTube нашей библиотеки. И здесь есть плейлисты. Вот один из плейлистов, вот республиканский семинар «Краеведение в системе библиотечного обслуживания». Если кто-то интересуется этой темой, краеведческими ресурсами в сети, да, можно посмотреть. Весь семинар записан на видео. Он в течение 3 дней шел. Тут все есть вот в этом плейлисте, можно посмотреть. Там 6 видеороликов, они все длинные. Если вдруг у кого-то есть желание, то, пожалуйста, можно их увидеть. Значит, и все лекции прослушать, которые были в рамках этого семинара прочитаны. Так вот, в результате этих консультаций мы опять же увидели, куда нам дальше развиваться. Появилось сразу очень много идей. И в нашей работе появилось новое направление. Это оптимизация наших веб-ресурсов. То есть мы увидели недостатки, которые были в наших статьях, да, на той же культурной карте. То есть что не хватало статьям, например, то, что они были глухие, в текстах не содержалось никаких ссылок, мы не раскрывали наши ресурсы через тексты, они как-то замыкались сами на себя. Сейчас у нас совершенно другой подход к формированию текстов, немножко позже я вам покажу, как это делается. И, значит, начиная с 2017 года мы стали уже применять некие подходы, некоторые способы для того, чтобы раскручивать наши сайты и культурную карту в том числе. Вот такая статистика, это посещаемость культурной карты, начиная с 2015 года по сегодняшний день. В 2018 году понятно, что еще 1 месяц добавится. Да? То есть вы можете видеть, что посещаемость стала расти довольно-таки серьезно. То есть наши усилия принесли результат. Сегодня культурная карта представляет собой вот такой вот сайт, на котором появились карты. Одна карта — это города и районы, вот она такая, на ней есть некий интерактив. Вся информация, которая была о территориях у нас собрана, она сейчас вот на этой карте отображается. Далее есть карта мифологическая. Это наш новый проект, который был запущен буквально месяц назад и реализован в течение этого года. На этой карте собраны герои сказок, легенд, преданий, мифологии Коми. Она тоже имеет некоторый интерактив. И, значит, у этого ресурса довольно много. Ну вот то, что я говорила, сейчас у нас на культурной карте собираются маленькие наши, как маленькие, локальные проекты по какой-то узкой тематике. Значит, выбор героев мифологических, которые здесь отображены, в этом году был сделан следующим образом. То есть мы представили тех героев, о которых у нас есть источники в нашем фонде. То есть самая главная, основная задача была раскрыть, показать наш фонд. Ну вот, могу привести пример, как мы статьи, значит, сейчас делаем. В каждой статье обязательно, вы можете видеть, что здесь есть много иллюстраций, здесь есть тексты, здесь есть аудиозаписи. Это уже другой наш проект. То есть сейчас мы все свои проекты переплетаем между собой. Другой проект — это авторский микрофон «Сказка на ночь». В рамках этого проекта записывались аудиосказки на коми и на русском языке, и эти сказки вошли в проект «Мифологическая карта». С другой стороны, часть аудиозаписей была специально приготовлена для мифологической карты, и они уже вошли в авторский микрофон «Сказка на ночь». То есть у нас получается такое взаимопроникновение, да, перекресток, перехлест
проектов. Точно так же у нас обязательно каждая статья обязательно снабжается списком библиографическим. И в этом списке обязательно есть такие ссылочки на электронный каталог, да. Они называются «Взять книгу в библиотеке», чтобы желающие сразу могли увидеть, где они эту книжку могут получить. И точно так же есть ссылки на НЭП. Называется «Прочитать книгу в онлайн». Да? То есть мы можем уже с этой статьи перейти на другие наши ресурсы. Таким образом, получается, раскручиваем сайты. Человек попадает не только на культурную карту, но и на другие какие-то ресурсы, которые мы хотели бы продвинуть в сети интернет. И таким же образом раскрывается наш фонд. Да? Ну, значит, на культурной карте вообще много у нас разных проектов. Тоже совершенно новый проект, который был, наверное, еще месяц он даже не существует, только что мы его презентовали, святые новомученики земли Коми. Только что говорили, все. Значит, я о нем не говорю. Ну и так далее. Значит, если вы посмотрите, вот авторский микрофон «Сказка на ночь», до конца этого года этот проект обретет свое собственное лицо, да, вы, может быть, заметили, что каждый проектик имеет свою обложку, то есть кино одним цветом, новомученики другим и так далее, мифологическая карта третья картинка. Тут же находятся литературные прогулки, это тоже карта, кстати. То есть сейчас у нас карт целых 4 получается, 3 на главной, 3 закладочки, и литературная прогулка это тоже карта. Вот она сделана на базе Яндекс и содержит много интересной информации о литературных местах. Значит, смотрите, таким образом. Этот ресурс можно использовать очень во многих случаях. Для массовых мероприятий рекомендовать школьникам, использовать самим. Но кроме культурной карты я хочу показать еще интересные краеведческие проекты. А это у нас на сайте есть раздел, который мы между собой называем хронограф. Это не совсем правильное слово. На сайте он называется «День в истории Коми». Смотрите, это такой набор фактов, которые наши сотрудники берут из периодической печати. То есть сколько-то лет назад что-то произошло в республике. И на настоящий момент он где-то с апреля у нас месяца ведется, с момента введения сайта в эксплуатацию. Сейчас это уже довольно большая база данных, и у сотрудников краеведческого отдела родилась идея, что когда мы накопим много информации, можно будет вывести это тоже в какой-то отдельный проект, и уже можно будет структурировать. Например, можно будет структурировать по районам, потому что события тоже происходили в разных местах нашей республики. Например, у нас есть поиск по тегам, если я напишу... Например, напишу Сыктывдинский район. Вот. Можно будет посмотреть статьи 21 ноября. Они как раз появились в хронографе. И можно вот по разным районам увидеть информацию, которая происходила в этих районах. Тоже этим можно пользоваться для проведения мероприятий и какой-то работы с читателями. А если мы выведем это в отдельный раздел, то будет, наверное, интересно. Пока что раздел наполняется естественным образом, да, то есть на каждую дату подыскивается какое-то событие. Так. Ну, сайт «Библиотека памяти», наверное, вам знаком. Он тоже был коллективно создан, всем миром его делали. И сейчас вот он существует в таком вот виде, да, то есть здесь все материалы, которые вы присылали, они здесь размещены. И всплеск посещаемости у него, конечно же, на 9 мая приходится. Вот статистика по посещаемости этих разных ресурсов за последний месяц. Я взяла последний месяц, потому что новомученики и мифологическая карта, они только последние месяцы существуют. Значит, по этим графикам видно, что как раз эти проекты посещаются более остальных, но не считая литературных прогулок. Литературные прогулки – это вообще отдельный сайт, отдельный ресурс, поэтому у него высокая посещаемость. Все остальные существуют как раздел на других сайтах. Да?
И поскольку сейчас у нас проходило очень много мероприятий, презентаций этих проектов, были мероприятия со школьниками, в рамках открытия сезона, потом вот выходы наши в торговые центры, да, там тоже у нас сотрудник отдела краеведческой национальной литературы стояла с этими проектами и показывала детям, да. Вот мы видим, что посещаемость довольно-таки большая. Значит, да, конечно. Библиотека памяти. Вы меня простите, пожалуйста, может быть, только мы не поняли, как пользоваться им. То есть вот мы хотели посмотреть Ухта, да, Уфтинский район. Вот вышло, дальше что? И туда и сюда хотели его как бы, рассказать нашим ухтинцам. Ну вот она показывает. Так, ну вот Ухта. Вот оно все, что вышло. Что вышло? То есть вот по Ухтинскому району у нас, значит, Что больше у нас информации были. нет. Да. Что нам дали? То, что вы нам прислали, то и есть. Значит, смотрите, вот эти вот, это были статьи. Никак не может. Наташа, родоначальник этого сайта. Она его делала. И Все, что мы получили. это она, всё все это она здесь не краевед, а именно она делала. Вот. Эти статьи мы брали из газет, которые выпускались во время войны. Из ваших. И еще даже нашего, Из нашего фонда. это вы дополняли даже к тому, что было прислано вами. Дорабатывали. Я помню, что был, что вы готовили такой сайт, у нас было материалов, как-то... Вот все материалы, которые прислали, они на сайте есть. Даже этим летом мы получали еще, я не помню, Добавляли, от каких актуализировали районов, но я время от добавляла, времени. да. Я добавляла фотографии, у нас есть, вот они прислали. Ну, у вас вот есть маленькие рубрики, да, семейный архив. Значит, смотрите, Просто вот Ухта, она тут просто вот пока такая... ее пока вот да, дохленькая. такая. Если вы Всё, что-нибудь я еще поняла. пришлете, я добавлю с удовольствием. Материал. Смотрите, у нас герои газетной полосы, это вот эти вот статьи как раз из газет. Солдаты славы не искали, это мы взяли фотографии людей. А семейный архив вошли документы, это грамоты, письма, письма с фронта, похоронки и так далее. Есть тут еще такой вот строчечка «найти», да, то есть я могу, например, написать какую-нибудь фамилию, ну, к примеру. У нас нет здесь полноценной базы данных как таковой, да, где по полям заполняется. Поиск идет по подписям, то есть у каждой фотографии, у каждого изображения есть внизу подпись. Вот. И просто по тексту подписи идет поиск. Я могу написать, допустим, рядовой и получу результат всех рядовых, которые подписаны как рядовые, да, или, например, там лейтенант. Если это есть в подписи, то я это увижу. Базу данных мы не ввели, для нас это слишком сложная сверхзадача такая, мы ее перед собой вообще Ну, вот не этот хозяин, Иван Андреевич, он с какого района? А тут сложно сказать, с какого он района. У нас ведь, знаете, еще такое здесь Поэтому распределение по разобраться, районам. найти фамилию и вот... Распределение по районам, оно очень условное. Мы по районам распределяли, кто прислал, туда и попал. Потому что делать изыскание это слишком, ну, как бы слишком большая работа. Потому что подходов может быть много разных. Допустим, где он родился, или откуда он призывался, или, может быть, он жил после войны. То есть у нас есть такие люди, которые вообще сюда приехали просто после войны. Они во время войны никакого отношения к республике-то не имели. Но они прислали вот о себе информацию. Точнее, их родственники, конечно. Наташа, а скажите вашу задумку еще по этому сайту, что у нас, что мы хотели там сделать? Там есть мысли, как развиваться дальше к юбилею, к следующему юбилею войны. Ну, как бы этот полк хотели сделать виртуальный, да? Ну да, ну добавить там как бессмертный полк. Виртуальный бессмертный полк, да. Ну, по сути дела, он как бы и так уже Функцию эту выполняет, выполняет. эту функцию выполняет. Ну просто вот вы что-то хотите еще от муниципалитета в этот проект? Ну, если дополнить информацией, то да, конечно. Ну, посмотрите, Поиск уже меняться не будет. Поиск уже никак поиск меняться не будет. Здесь, понимаете, этот сайт, он сделан по типу фотоальбома. Есть фотографии, есть подпись к нему. У нас нет возможности прикреплять большие тексты. Но, кстати, есть тексты. Когда нам присылали материалы на этот сайт, у нас появилась некоторая подборка, она не очень большая, воспоминаний, рассказов. То есть формат сайта не позволяет их сюда поместить. Но, может быть, мы что-то придумаем, чтобы был еще какой-то или раздел, или, может быть, отдельный какой-то ресурс
с вот этими вот текстами, потому что информация интересная, ее тоже хотелось бы показать. Но пока что вот конкретно сказать, что именно мы из этого сделаем, я не могу. Пока что мы вот с этим не работали, оно лежит у нас до лучших времен, когда у нас появится какая-то идея. Вот смотрите, с культурной карты и вообще с наших интернет-ресурсов я вот выписала по поисковой системе, какие вопросы приводят людей, то есть на вот наш сайт, на культурную карту. Что спрашивают люди в интернете, чтобы попасть на наш сайт. Герой сказок, как оказалось, очень такая востребованная тема, и очень удачно было сделать этот раздел на сайте, то есть сразу к нам пошли посетители, и именно вот по этому запросу. Я тут обобщила, конечно, потому что они разные, там могут быть написаны герои мифов, или там Егморт, или кто такая Йома, ну вот как-то так. Далее, есть запросы, много запросов по персоналиям. У нас очень много статей, то есть там художники, поэты, писатели, скульпторы и так далее, да. Вот их запрашивают прям конкретные фамилии, имя, отчество пишут. Архитектурные памятники очень часто спрашиваются, почему-то чаще всего Сыктывкар и Воркута. Не знаю, почему именно эти, но вот архитектурные памятники республики тоже. Символика, праздники, фестивали. Вот это самые популярные вопросы. И есть запросы на сайт литературной прогулки. То есть вот эти места наши, которые названы именем наших писателей, поэтов, они тоже пользуются спросом у посетителей интернета. Ну, значит, какие могут быть у нас перспективы? Конечно же, это поддержка существующих ресурсов. У нас очень есть куда двигаться. На ту же мифологическую карту можно добавлять персонажей, статьи о фильмах тоже можно развивать. Да, у нас продолжают что-то снимать в нашей республике, и сотрудники краеведческого отдела поддерживают эту информацию. То есть статьи постепенно пополняются. Далее, значит, тут получается движение как вширь, то есть мы добавляем информацию, количество статей, да, так и вглубь, то есть качество статей тоже улучшается. Если вы зайдете на культурную карту, то, скорее всего, заметите, что часть статей, она не очень доработана еще, например, там нет фотографий, да, вот. Или еще что-то такое, может быть, ссылок маловато. То есть вот эта работа тоже, она такая перспективная. А разработка новых разделов, это если вдруг у нас будет какой-то проект, у нас уже он задумывается, я пока не могу сказать конкретно, какой он будет, да, скоро у нас созреет новый проект, и, возможно, это будет еще один раздел на культурной карте. Изначально культурная карта создавалась на 3 языках, русский, коми и английский. В настоящий момент английскую версию мы закрыли. Нас не устраивало ее качество, мы хотим сделать по-другому. Тоже будет какой-то сайт на английском языке, возможно, он будет подан немножко в другом ключе. И тоже по коми-версии. Там есть статьи на коми-языке, хотелось бы, чтобы их было больше, конечно. И как такая, может быть, на дальнюю перспективу задача, может быть, будет ребрендинг, потому что культурная карта, там слабенький функционал, то есть не все, что мы хотим, можно там сделать, да, и внешне он уже устаревшим выглядит, хотелось бы его нарисовать красивее, современнее, да, вот как-то модернизировать его. И напоследок, значит, что мы можем предложить, какое участие мы можем предложить вам, да, если вы вдруг хотите поучаствовать в наших краеведческих проектах. По литературным прогулкам не все места у нас отображены, потому что по ним нет материалов, нет фотографий, например, да. Вот тут для примера я просто привела, например, в Межадере есть место, связанное с именем Раевского, Вайкина, Петерима, Сорокина, Троицко-Печорск, Пыстин, и так далее. Есть такие места у вас в ваших населенных пунктах, о которых мы еще на литературной карте не написали. Если вы хотите, если у вас есть информация, вы можете ее прислать, ее туда разместят. На нашей карте появится вот такая очередная звездочка, да, капелька с указанием этого места. То же самое касается брендов Республики Коми. Это вот на культурной карте брендовая карта, вот она. Она такая масштабируемая, ее можно увеличивать. Вот.
Бренды здесь выбраны, вот внизу бренды просто списком указаны, можно на них таким образом переходить. Бренды здесь выбраны были очень субъективно. Когда мы обсуждали бренды, оказалось, что у разных людей разное представление о брендах. Кто-то вот берет официально признанный, да, вот стоит памятник, да, это наш бренд. А кто-то наоборот говорит, что этот памятник не интересен, допустим, туристам. Вот приедут иностранцы, что им на этот памятник смотреть? А им интересно посмотреть, как валенки делают в Вильгорте, ну, к примеру, да. То есть подход к этому вопросу у людей очень разный. Если вы хотите что-то про себя сообщить миру, да, что вот у нас есть интересная такая штука, вы можете прислать материал на брендовую карту, мы тоже ее туда поместим. Причем, поскольку карта сделана на Яндексе, она масштабируется, можно поставить точку в очень конкретное место. Вот прям по адресу, да, человек захочет узнать, а что там рядом с тем домом, где он живет, находится ли там что-то, посмотрит, и, может быть, ему будет приятно. Значит, по мифологической карте у нас сейчас, ну вот я сказала, что мы в основном продвигали литературные источники, там не хватает туристических объектов, маршрутов экскурсий, связанных с вот, героями мифологии. Может быть, какие-то там Пенс, лыжи, Иркапа, да, там еще что-то такое, какие-то, может быть, уже разработанные вот эти вот маршруты, для того, чтобы это была не просто информация о герое, но еще и какой-то что-то привлекательное с точки зрения туризма и посещения вашего населенного пункта. По авторскому микрофону. Часть записей с авторского микрофона читают наши коллеги, да, это народные сказки, а часть сказок там авторские. Эти сказки читали авторы сами, то есть мы записали голоса тех, кто эти сказки написал. Если вдруг вы договоритесь со своими писателями, даже не надо записывать, просто обсудить с ними этот вопрос и спросить, не против ли они это сделать, заключить с ними договор, вот это была бы очень хорошая помощь в этом проекте. Мы бы уже придумали, как их записать. Ну вот нужны такие договоренности и какие-то вот связи. Ну, про День в истории Коми я сказала. Если вы хотите, чтобы у нас на сайте была информация о вашем районе, можете прислать, и в какой-то будущий проект или сегодняшний день можно там отобразить, либо на будущее. Эта информация будет набираться и будет создаваться некая база данных. Республика Коми, большое кино, если есть информация, пожалуйста. И вот материалы на коми-языке. Если у вас есть, их не хватает на культурной карте, у нас просто не успевают переводить сотрудники краеведческого отдела новые, особенно материалы, которые там появились на коми-язык. Я знаю, что в районе много коми-говорящих людей, да, может быть, у кого-то что-то уже написано, уже, может быть, каким-то мероприятием, праздником, еще к чему-то готовилась информация, вот, то можно присылать. Все материалы присылаются вот этому человеку, сотруднику, Выборовой Елене Александровне. Она курирует у нас краеведческие проекты, культурную карту, литературные прогулки. Ну, по войне только вот тоже ей можно. В принципе, можно все материалы присылать ей, мы тут уже между собой договоримся, распределим, кому что. Итак, Наталья Олеговна, резюмируйте. Вообще-то вы рассказали, собственно, про нашу библиотеку, про наш сайт, да? Вы рассказали про коллективный продукт, Ну, да, который, где мы с вами повязаны, понимаете, повязаны. Если мы хотим, чтобы повышение посещаемости произошло 14%, мы с вами завязаны на общем проекте. Чем больше вы даете нам своей информации, тем больше у нас высвечивается, тем больше к вам приходят. Потому что это связка. Вот Наташа именно акцентировать внимание. А что у нас получается? У нас едут специалисты вот с этим проектом, который экспресс, на Библию Экспресс, и оказывается, библиотекари сидят, группа, даже фотографии есть, они впервые слышат, что у нас такие продукты есть. Ребята дорогие, вы даже если, даже не участвуя, а просто разрекламировав, и если вы там в ссылках есть, вы уже получаете свои преференции от этой работы, понимаете? А если уже куча материала ваша там есть, это уже вообще, это... Мы точно так же можем прописать Конечно. ссылочки, например, на электронные каталоги, либо если у вас же есть на сайте... Конечно, мы завязываем, конечно, мы читателя не отпускаем с сайта, понимаете, а мы его к вам отправляем, а вы отправляете к нам, вы материалами, которые вы нам наполнять даете, вы обеспечиваете его присутствие в вашем месте. Я могу сказать, что культурная карта уже довольно-таки сильно, неплохо раскрученный сайт. Да. То есть, если я пишу запрос в Яндексе, да, то у меня уже вот где-то в первых
строчках Как обычно, да. результат появляется, и у нас посещаемость этого сайта вот в этом году где-то 40 тысяч мы прогнозируем за год, да, 40 тысяч визитов. Это первый момент. Во-вторых, вы его раскручиваете для школьников, потому что это готовый материал для любого реферата, для любой школьной работы. Там и тексты привязаны, полные. Да, можно и есть сказочки, все абсолютно почитать. можно сделать для школы. Поэтому это, а если библиотекари об этом не знают, уж как ваши тогда пользователи будут там ходить и жить и знать, что вы там присутствуете? Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Особенно, которые в библиотеку не приходят, да, ваши, но они ваши по территории. Завоевывайте аудиторию с нашей помощью, а мы с вашей. Если нам О чем поможете мы с идем? наполнением, будет очень. Скажите, у нас есть литературные прогулки по Ухте. У нас по Уже года 3, да, вот у кого-то нас тоже проект есть. же. Куда нам это? У нас на сайте это карта есть. Может быть, своя. надо... Задавайте такую проблематику, Да. мы будем решать. Давайте мы Потому что мы подумаем. готовы. Мы будем привязывать поезда к нам. У Вот, нас вот, конечно. художники ГУЛАГа, 20-37 год. Привязывайтесь. Это Мы- интересно. Вот, кто бы вот так читать Да, не ходил, вот в так. электронном виде на нашем сайте в издании библиотеки. Уникальное издание мы подготовили, просто исследовательскую работу. А можно я сейчас быстренько? Ухта, кто еще сказал? Эшли. Да, Эшла и Юскула. Сыктывдин, у нас своя краеведческая карта есть. А, у вас есть. Даже там есть на У одном нас произведении литературная карта прототип тоже и фильм был, который виртуальный вот тур в кино по дому снимался. Тимофея Даже Чистолева. работа есть Ленина такая. Тимофеевича. Куда с кем это поделиться? Ну вот кино это вот Лена А Александровна. вот просто интересно было, там кино, я знаю, что Ильда снималась, Ильда была в фильмах. Вы посмотрите. Я Вы потом просто зайдите, посмотрите, может быть, чего-то мы пропустили, конечно же, потому что... Ну, я говорю еще раз, самое главное, включайте своих библиотекарей в пользование. Понимаете, вот мы сейчас слышали, а мы вообще как администраторам ресурсов подключайте, чтобы люди использовали. Что им 10 тысяч времени тратить на какую-то подготовку чего-то на поиски, если вот оно готово есть. Это самый эффективный способ удовлетворить потребителя. Понимаете? Быстро, тут же и содержание.